Парк Победы в Якутске будет построен на пустыре вдоль автострады 50 лет октября, рядом со стеллой 3 СРГ, посвященного 75-летию Великой Победы. Станьте частью истории нашего города и внесите свой вклад, посадив дерево в честь героев войны, своих отцов, дедов, прадедов. Парк Победы – это отражение памяти, современности и будущего. Парк Победы – память поколений. Никто не забыт, и ничто не забыто, хоть радость победы до боли грустна, а мы поклоняемся праху убитых, когда к нам в Россию приходит весна. Давным-давно была война, давным-давно прошла она. Для тех, кто жив, она была когда-то. Но помним мы, как в пламя шли и как страну для нас спасли солдаты, солдаты, солдаты. Годы, сколько б ни шли, вечно помнить в родной стране. Была война, и там, где все сожгла она, хлеба желтеют и синеют реки. И те, кто эту землю спас, остались жить в сердцах у нас навеки, навеки, навеки. Но память нам на то дана, что помнить, как весь мир пылал когда-то. И те, кому по 20 лет, пусть знают, что глядят им вслед солдаты, солдаты, солдаты. Годы, сколько б ни шли, неизвестных и до знаменитых, сразить которых годы не больны, нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Каких имен нет на могильных плитах, их всех племен оставили сыны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны.
не пришедшие полет, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в таком же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Добрый день, уважаемые горожане! Сегодня мы собрались, чтобы сделать закладку Парка Победы в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Родина, солдаты, защитники – одни из самых трепетных на свете слов. У каждого из нас своя судьба, своя жизнь, но одна Родина. Славу и честь Родины мы не имеем права уронить. И сегодня мы приветствуем всех, кто принимает участие в акции, посвященной закладке Парка Победы. Дерево – это символ жизни и связи поколений. От наших корней, дедов и прадедов
до молодых всходов, росточков наших будущих детей. Деревья, которые мы посадим сегодня и которые будут посажены на протяжении многих лет, это напоминание о том, что Родина вечно благодарна своим защитникам. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Ыдыктавуллах, Сериуна тыл ветераннара, Жукуска котлохтохторо, күнді дұғыттор, бұқа барғытын үйріләк күнен, ораппыт күне, кәләндерерінен, онны бүгін ұлу кайған Аллах парканы Жукуска коракка маспытыл отдағыны сағалыр бұтынан итетік estенdik қағардырепін көңілі. Дорогие друзья, дорогие наши ветераны, сегодня замечательный день в преддверии Дня нашего города Якутска. Сегодня здесь начинается прекрасная традиция, которую Сардана Владимировна выдвинула. Здесь будет заложен парк Победы, посвященный великой годовщине, 75-летию Великой Победы, которой вся страна, все мы будем отмечать в следующем году. Здесь, вот мы сейчас с Сарданой Владимировной поговорили, надо будет высадить ровно 20 625 деревьев по числу тех людей, которые ушли на фронты войны из города Якутска, защитили нашу страну и принесли ей великую победу. Я думаю, что это будет продолжаться, и здесь через некоторое время будет одно из красивейших мест нашей родной столицы. Дорогие друзья, я приветствую всех тех, кто сегодня пришел принять участие в этой акции. Мы все пришли сюда по зову сердца, потому что мы знаем, что память об этой великой победе надо сохранять. Не только сохранять, за нее надо бороться. К сожалению, слишком много людей в мире считают, что Советский Союз не был главным участником войны. А мы-то знаем, кто принес эту победу и освобождение всему человечеству от коричневой чумы фашизма. И вот пока мы помним, пока мы чтим своих героев, пока мы чтим эту победу, я знаю, что наша страна будет такой же великой и могущественной. Поэтому, дорогие друзья, с наступающим праздником Днем города и с началом строительства замечательного парка Победы. Слово предоставляется главе городского округа город Якутск Сардане Владимировне Авцентьевой. Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в преддверии главного праздника города, дня рождения нашего города, мы с вами собрались здесь, на этой поляне, чтобы через какое-то время эта поляна превратилась в замечательный парк. Мы с вами продолжаем хорошую городскую традицию. Вы знаете, 80 лет назад комсомольцы Якутска заложили основу будущего нашего парка культуры и отдыха. И вот на самом деле, к сожалению, на сегодняшний день этот парк является в городе пока единственным. И мы с вами участники, непосредственные участники другого исторического события. И, конечно же, кроме того, что мы с вами сегодня посадим деревья, мы говорим о том, что этот парк особенный. 9 мая этого года Айсен Сергеевич объявил в республике Год Победы. И в рамках этого мы уже проводим несколько мероприятий, нужных дел. Мы стараемся заботиться прежде всего о наших ветеранах. И вот это вот наше с вами сегодня общее действие. Сердце каждого из вас откликнулось на этот призыв, и вы пришли сюда сегодня, чтобы почтить память ваших ветеранов. В каждой советской семье, в каждой российской семье есть ветераны. И мы с вами, внуки, дети победителей, должны вот почтить память и организовать этот парк. И действительно, особенно еще и отрадно, что эскизный проект этого парка придумали молодые ребята-архитекторы. Таким, каким они его видят, каким они его мечтают увидеть. И самое главное, что мы провели еще и изыскание почвы здесь, обязательно со специалистами, что лучше посадить, что будет лучше приживаться. И ботаники, специалисты нам сказали, что результаты нашего сегодняшнего с вами труда в полном расцвете мы увидим через 20 лет. И я считаю, что это надо делать обязательно для грядущих поколений, для нашей с вами. Мы тоже оставляем здесь свою память. И я надеюсь, что, вот сама, например, надеюсь, что через 20 лет я приду гулять со своими внуками в замечательный парк, и я буду вспоминать этот наш с вами сегодняшний день. Большое вам спасибо. Отдельный поклон, уважение нашему
нашим дорогим ветеранам за то, что сегодня они с нами, и это очень важно, что они участвуют рядом с нами. Большое спасибо Арсению Сергеевичу, который откликнулся на наше предложение, принимает участие, и всем, кто сегодня здесь, независимо от должности, независимо от работы, независимо от возраста, мы все здесь сегодня с вами, чтобы начать одно большое важное дело. Спасибо. Слово предоставляется участнику Великой Отечественной войны, кавалеру ордена Отечественной войны второй степени, почетному жителю Сунтарского района Петру Константиновичу Яковлеву. Уважаемый Арсений Сергеевич, Сагдан Владимировна, уважаемые жители города Якутска, которые присутствуют при заложении Парка Победы. Парк Победы станет вечной памятью якутян, которые легли в боях за свободу и независимость нашей Родины, защищая Москву, но защищая Сталинград и жесточайших войнах, боевых действиях Курской дуги под Ржевом, освобождая осажденный Ленинград и другие города и села нашей страны. Фашисты нанесли нашу страну жесточайший урон. Были разрушены тысячи сел, городских поселков и городов. Но, несмотря на это, наш народ в кратчайший срок восстановил это все такое. Наша Якутия отправлена на фронт свыше 62 тысяч человек. Свет якутской нации, больше половины которых погибли в боях за Родину. Мы, старшее поколение, участники Великой Отечественной войны, гордимся, что молодое поколение якутян достойно продолжает славные боевые и трудовые заслуги нашего народа. Пусть вечная память нашим воинам, погибшим за свободу и независимость нашей Родины станет символом нашей жизни. Спасибо. Начинаем торжественную закладку Парка Победы. Яркая рано встает, и цветет, и ликует страна. В этот праздничный день каждый год ветеран достает ордена. Распускаются ветви берез, птицы звонкие песни поют, и летит полный счастья и слез этот яркий победный салют. Салют по городам моей земли, салют во имя счастья и любви, салют на благо мирного труда, пусть будет чистым небо навсегда. Салют по городам моей земли, салют во имя счастья и любви, салют на благо мирного труда, пусть будет чистым небо навсегда.
Не забудем о грозных боях и о подвиге наших людей, о несломленных тех матерях, потерявших своих сыновей. За свободу, за счастье, покой и за родину павших ребят. Пусть над нашей великой страной снова залпы с салютом звучат. Салют по городам моей земли, салют во имя счастья и любви, салют на благо мирного труда. Пусть будет чистым небо навсегда. Салют по городам моей земли, салют во имя счастья и любви, салют на благо мирного труда. Пусть будет чистым небо навсегда. Ветераны далекой войны, вы еще в нерушимом строю. Поколению новой страны завещали вы славу свою. Пусть во времени жить им другом их другие свершения ждут. И как символ победы над злом вновь взмывается в небо салют. Салют по городам моей земли, салют во имя счастья и любви, салют на благо мирного труда. Пусть будет чистым небо навсегда. Салют по городам моей земли, салют во имя счастья и любви, салют на благо мирного труда. Пусть будет чистым небо навсегда. Салют на благо мирного труда. Пусть будет чистым небо навсегда. Это закладка. Я знаю, что вы об этом пустыре знаете многое. Ну, я знаю, что на этот пустырь упало 9 тонн золота совсем недавно. Давайте начнем с этого, да? И здесь очень много было желающих найти золото. Представляете? И вот мы решили. И вот мы, смотрите, вот оно золото, вот оно вокруг нас. Вот оно, золото. Это будет золото победы. Это будет золото памяти. У меня отец 23-го года рождения ушел в 41-м году. Считайте, сколько ему было лет. И он прошел всю войну, вернулся даже не с конца войны, а 44-го года, весь израненный. Прожил всего 33 года. И умер. Вот меня успел на свет произвести. Вот для меня что такое закладка сегодня этого дерева. В память об отце, в память о моих близких, родных, которые погибли. Я хожу 9 мая последние годы каждый раз с этим портретом своего отца. И сегодня я просто вот чувствую вот тот дух традиций, потребности окунуться вот в ту правду жизни, которая нас окружает. Много можно сказать, но это действительно дать памяти тем людям, которые нам дали возможность жить сегодня вот так. А уж как мы живем, это зависит от нас. Именно градостроительство, может, благоустройство удачно выбрано, наверное. Нет? Я считаю, что удачно со всех сторон. Что мы же можем посмотреть на перспективу этого парка. Я вот стоял и долго думал, да? Он же будет большим парком. Он будет не меньше, чем тот парк. Он уйдет туда, смотрите, вот туда, там, дальше. И здесь будут те сооружения. Когда я почитал замысел, я вообще был ошеломлен вот этим творческим духом этой молодежи, этими треугольниками писем, которые будут выложены, значит, в виде и тротуарной плитки, и огней, и так далее. И вот я сейчас представляю, вот в мой рост будут солдаты в бронзе. Кто будет вот вместо лопаты с винтовкой, кто с автоматом, кто за пулеметом, кто будет писать письмо, кто будет мечтать, кто смотреть будет на журавлей. И это все будут изображения реальных людей. Реальных, в бронзе. Дух захватывает. И поэтому, конечно, это же парк Победы. И он будет насыщен именно теми аттракционами, которые напомнят нам вот эти все события. Ну,
Получается у нас, как в Сталинграде, так скажем, своя Да. Я думаю, что Пискаревское кладбище, которое мемориальное, допустим, является, ну там захоронили 900 тысяч человек, да? Слава Богу, что этого здесь нет. Здесь нет этого. Но мы должны отдать памяти тем 30 тысячам, которые там похоронены, там где-то, понимаете, это будут... Вот это очень важно. Главное, об этом нужно говорить, и молодежь, которая я сегодня с ними пообщался, они реально чувствуют, реально ощущают вот тот накал. Не страсти, а необходимости побыть вот вместе. А нам нужно, конечно, об этом говорить почаще. Не стесняться только. Побольше говорить о нашей победе и о наших ветеранах. Пойдемте дальше. Что для вас парк, который сегодня вот закладывают? Да, парк это, ну, память про дедов, отцов, чтобы, не забыть победу. Вы сегодня сколько посадили? Мы, ну вот это наш участок, вот где-то вот так. Мы, 20, наверное, да? Да, больше даже, наверное, посадили нормально. Поздравляю, с заложением парка Победы якутян. Вот смотрите, сколько людей здесь. Республиканская коррекционная школа. Ну, это исторический день. Мы сегодня приехали сюда с 10-го километра Покровского тракта из речевой школы-интерната. И приехали сюда с ветеранами своими, с учителями и с учениками. У нас девиз это, под девизом «Связь между трех поколений». Дети, молодежь и ветераны. И сегодня дети очень рады, что приехали сюда. Тем более в интернате наши дети живут некоторые. И сегодня вот с удовольствием сажают деревья. В этом парке как-то воссоединяется. И мы рады, что можем хоть чем-то помочь природе. 20 лет вот эта березка вырастет. Придешь смотреть на нее? Да. И вообще вот этот вот парк, как ты считаешь, нужен, необходим вам? Да. Уже вам? Да. Нам, когда мы вырастем, мы можем сюда приходить делать, писать конспекты, можем на природе тут отдыхать. Еще с родителями можем приходить на пикники, школой. На выпускной можем прийти сюда. Но они хотят уже, если дети наши желают такое, это будет выполнимо. Они приедут. И мне кажется, не только они. Сегодня в парке сажают практически одни березки. Хотелось бы узнать, как ваше отношение к этому парку. Можете писать прямо в комментарии внизу. И я считаю, что данный парк, он просто необходим городу, чтобы у нас действительно были моментальные здесь памятники нашим прадедам.